Мир вам, братья и сестры. Вот хотел сейчас показать, что вот с этим подвесках делаю. Но это вот, как в смысле, я вырезал его с этого, с хвоста коровьего, бычьего. И в общем это, вот пока намачиваю, чтобы он мокрый был. И вот так вот примерно вот разминаю примерно полдня, пока он в руках не высохнет. Это вот к вопросу, когда вот, ну, люди говорят там, что очень дорогие ножи и так далее. Это вот я вам скажу, просто вот с одним подвесом вот столько вот возни. То есть его вот разминать надо до тех пор, пока не высохнет в руках. Затем я его баллистулом пропитываю и опять также разминаю. Вот. И теперь вот хотел показать, вот нож пришел по гарантии. Покажу, значит, вот сейчас он вынимается. Вообще вот бывает такое, он туго вынимался. Но бывает такое, что пересыхает. Если ее не смазывать, баллистолом вот я тоже мажу. Это я потом смажу тоже. Вот наждачка, значит, она вот так вот свернута. Вот это вот 180 номер. Так. Сворачиваю. И вот пальцем вот так вот, чтобы внутри там, короче, как бы устья ножен обрабатываем до тех пор, пока нож не будет, в общем, приемлемо входить и выходить. Выниматься должен одной рукой. Это вот специальный упор для того, чтобы. Вот, и нож тут, в общем, ну, заказчик сказал, что выкрашивается. Тут не знаю, видно, не видно, показываю. Но вот это вот проверяете, когда пальчиком вот он цепляется. Это он не украшивается, это он замялся. Режущая кромка тут, вот, посмотрите, она очень-очень тонкая. То есть сведен очень тонко, в ноль заточка, без всяких подводов. И потому, когда вот кость это задел, ну, он говорит, косулю разделывал. Я не знаю, там где говорится, как оно правильно. Ну вот я сейчас покажу, как это все устраняется. В принципе, тут они не такие значительные, эти заменчики. Ну, если человек так пользуется, конечно, ему можно потупее заточку сделать. Но исправляется это очень быстро все. То есть вот брусок, наждачка. Начинаем 180-я. И вот так вот примерно. Да, вот так вот я держу, чтобы не порезаться. А то бывает, рука срывается вот так вот и втыкается прямо вот сюда. Поэтому держать лучше его как-то вот острие, чтобы не было возможности у вас в руке соскользнуть на острие. Либо вот так вот ее можно вот, ну, прям к столу. Вот, 180-е, значит, прошлись. Я не знаю, попробую вот в режиме реального времени, но, ну, в принципе, да, так-то. И немножко вот, как бы, заусенчики сняли с этой стороны. Не сильно. Вот, и еще раз. Ну, вот практически свел, и вот я не знаю, ну, времени на это уйдет, наверное, полчаса. Я не буду утомлять ваше внимание. Я просто вам скажу, что вот после 180-й наждачки, вот, возьмем, например, 600-ку. Я сейчас, конечно, еще 180-й пройду. Ну, то есть 600 потом возьмем. Затем, значит, примерно вот, ну, скажем, вот, 1000-й пройду. И напоследок 1,5 и 2,5. Вот. Нож будет резать опять. Он и так режет уже, в принципе, нормально. Ну и в конце можно еще вот об кожу вот так вот. Это вот даже можно в полевых условиях поправить его, когда он немножко там что-то начал это сбоить. Ну, в общем, тут все это как бы для такой острой заточки это все не смертельно. Это все легко, быстро исправляется. Вот что я хотел сказать. Вот, в общем, всего доброго. До свидания.